дорогие друзья! С вами 344 выпуск программы «Пропеллеры». В студии работаем мы. Илья Кэпцой, Александр Горбунов и Вера Дронова. Первый сюжет мы снимали с учениками сахакорейской школы. Я в ней учился. Молодец, Шурик. Да, это было очень круто. Этот сюжет тебе особо близок. Дело в том, что ученики сахакорейской школы встречались с ветеранами. Это очень здорово, что такие встречи проводятся, и мне кажется, они должны проводиться как можно чаще. На самом деле это очень хорошее мероприятие, так и для детей, так и для самих ветеранов. Детям это хороший урок и исторические сведения в их копилку знаний. А ветеранам это все-таки внимание, которое им и должны и без этого уделять на самом деле. Но в наше время сейчас с этим немножко сложно, мне кажется. Так давайте уже посмотрим, что происходило на этой встрече. В этом сюжете я увидела свою бабушку. Вот, Вера. Вот, она блокадница, то есть там, когда это была блокада Ленинграда, они все это очень тяжело переживали, там была большая семья. И вот мне очень приятно было, что все-таки она попала в пропеллер. Переходим к другим новостям. Славик и Шурик отправились к нам в университет для того, чтобы снять экскурсию. На самом деле мы просто хотели снять ролик, который не будет направлен на родителей все-таки, а больше на школьников. Как мы его видим, так мы его и показали. Да. Весело, задорно, прогуливаясь. Мы просто развлекались. То есть работа может быть в удовольствие. Молодцы! Теперь у наших зрителей есть уникальная возможность увидеть наш университет глазами Шурика и Славика. Это, мне кажется, дорого стоит. Держите, друзья. Всем привет! Сегодня мы находимся Добрый день. Да, в Байкальском государственном университете экономики и права. Вячеслав Брешев, Александр Горбунов. Что будем делать? Сейчас у нас состоится небольшая экскурсия. Для тех, кто не знает вообще, что такое Байкальский, из чего он состоит, что здесь находится и вообще чем тут можно заниматься, где учиться, где кушать, где заниматься физкультурой, где отдыхать, где... И учиться самое главное. Для того, чтобы зайти в университет и пройти дальше, что должны сделать? Мы должны зайти и поздороваться с охранником. Здравствуйте. Дальше мы должны раздеться, наверное. Да, мы должны раздеться и пойти в гардероб. Гардероб находится вот здесь. Также у нас здесь есть библиотека. В библиотеку сейчас, когда будем заходить, будем немножко тише все говорить. Библиотека у нас находится также на первом этаже. И сейчас мы в нее зайдем. Вот здесь, в принципе, у нас библиотека находится. Здесь вы можете зайти, почитать всякие разные книжки, подготовиться к экзаменам, к ГОСам. А мы движемся прямиком на второй этаж. На второй этаж. Друзья, хотелось бы еще сказать, вот мы сейчас так уверенно ходим по Байкальскому, хотелось бы сказать, что вы также уверенно сможете по нему ходить, потому что все, что здесь есть, все есть для студентов. В нашем университете, в отличие от других, есть свой рекламный издательский отдел. И здесь печатается газета, в которой вы можете работать с первого курса. Газета «Зачет». Давайте посмотрим, как делается газета. В нашем университете печатаются свои книжки, свои учебные пособия, свои материалы раздаточные. Вот сейчас мы находимся в деканате.
Ну что мы можем рассказать про экономистов? В принципе, тут работают, я тут учусь. И если я сейчас отсюда не выйду, у меня могут возникнуть проблемы с учебой, потому что я мешаю работать. А тем временем мы движемся дальше, в сторону спортзала. Также, если вы немного соскучились или как-то, не знаю, чтобы как-то разнообразить и украсить наш университет, у нас установлены ЖК-телевизоры. На этих телевизорах транслируется разного рода информация, когда можно сдать что-то, пересдать, когда сдавать книжку, какие у нас будут ближайшие мероприятия. В общем, все самое важное транслируется вот на этих ЖК-мониторах. Итак, сейчас мы проходим, это сейчас не просто так какой-то коридор, это переход между первым и вторым корпусом. Миром, да. На самом деле здесь очень много места, и сейчас мы пройдем через спортивный зал. А тем временем, да, коридоры располагают на то, чтобы кататься на них самокатом, и это очень здорово, потому что Байкальский университет за здоровый образ жизни. Также у нас проходят кружки по скалолазанию. Ну давай, Сашка. В общем, друзья, без страховки сюда не лазите. А сейчас мы пойдем в тренажерный зал. Здесь у нас непосредственно власть. Да. Власть университета. Это властный корпус. Потому что здесь... Заметил, какие очень красивые картины висят в Байкальском? На каждом шагу, на самом деле. В Байкальском же есть таможенная лаборатория. Там можно все предметы, все вообще, чтобы пригодиться при работе, если ты будешь работать в каком-то таможенном отделении, все это там есть, и все это можно там испробовать и попробовать. К примеру, да, мы его ведем и обнаруживаем здесь металл. В Байкальском есть прекрасная столовая, в которой вы можете купить хот-дог, корзинку с овощами, чебурек, беляш. И сейчас я постараюсь уложиться в 50 рублей. Итак, можно, пожалуйста, мне самсу и чай? 7 рублей. У меня только 50. Подожди, что? Друзья, в общем, мы вам показали даже не половину того, чем можно заниматься в Байкальском госуниверситете. Чем можно здесь заниматься, Слава? А пусть сами придут и посмотрят, чем здесь можно заниматься. Заниматься здесь можно абсолютно всем. Все правильно, друзья, до встречи. Ну что же, я чувствую, что-то надвигается. Буря. Нет. Какой-то очень интересный сюжет, да. Наш следующий сюжет посвящен замечательному мероприятию, которое проводится регулярно у нас в городе, и называется оно... Можно я скажу? Раз, два, три. Дни пиар. Якутии. Самое мое большое впечатление было, что я пришел на какой-то мастер-класс, не зная, кто его проводит. И потом каким-то вскользь, я слышу имя того, кто дает эти мастер-классы. Оказывается, что к нам приехали все те, по чьим учебникам мы учились все это время. И это на самом деле было самое яркое впечатление. Это свободные, бесплатные мастер-классы. Ты можешь прийти, подойти к тому, кто дает эти мастер-классы, спросить все, что тебя интересует, и, так сказать, получить информацию из первых уст. Эти люди работали над имиджем страны. Это большие люди. На днях пиар я впервые познакомился с такой штукой, которая называется кофе-брейк. Кофе-брейк – это очень здорово. Каждый человек, который сидел 4 часа на какой-нибудь лекции, мечтает о кофе-брейке. А вот на днях пиар есть. Все есть. Да, на днях пиар на самом деле все есть, да. Международный фестиваль массовых коммуникаций «Дни пиар» в Якутии становится визитной карточкой нашего региона. Ведь именно в дни фестиваля наш край посещают известные специалисты российского и зарубежного пиар, готовые абсолютно безвозмездно делиться своими знаниями и опытом. В этом году фестиваль пройдет в начале апреля. В первый день мы планируем провести круглый стол, посвященный развитию туризма в Республике Саха-Якутия и продвижению внутреннего имиджа. Посетить фестиваль может любой желающий, как практикующий специалист, так и студент. Вас ждут мастер-классы профессионалов из Москвы, Германии, Китая и Кореи. Во второй день фестиваля состоится научный форум «Арктика. Вызовы современности». Поэтому ученые на нашем форуме будут дискутировать о том, какие же новые технологии нужно взять на вооружение при освоении Арктики, качество жизни в арктических регионах, продвижение арктических территорий.
В прошлом году фестиваль прошел на борту теплохода. Мероприятие объединило политиков, пиар-специалистов, бизнесменов, блогеров и журналистов. Гости фестиваля смогли оценить уникальные памятники якутской природы, признанные объектом всемирного наследия – парк Ленские столбы. 7-й фестиваль Дни пиар обещает быть не менее интересным. В этом году мы надеемся, что на нашем фестивале примут участие известные медийные лица. Например, сейчас ведутся переговоры с Михаилом Леонтьевым. Так что я думаю, что в этом году наш фестиваль пройдет очень интересно. Так что приглашаем всех. 3 раза я была ведущей на этом мероприятии. Я помню, это такое масштабное мероприятие, то есть это было несколько дней в разных местах. Это были занятия в университете, мастер-классы, и снимались концертные залы, то есть приходили много туда интересных людей, гостей. Туда приезжали не только наши российские именитые гости, специалисты, но из-за рубежа. Из-за рубежа приезжали иностранцы. Проводилось очень много конкурсов для студентов, для школьников. Даты проведения этого фестиваля постоянно меняются. На самом деле это ведь связано с тем, что цель же не только поучиться у гостей, которые приезжают. Но и показать гостям нашу природу. Да, естественно, познакомить вот этих людей из разных стран, из разных городов с нашей публикой, с очень разной Якутией. И это, мне кажется, отличная цель, это отличный способ и повлиять на имидж региона в том числе, потому что люди, я знаю, что часто приезжают гости, которые ни разу не были до этого у нас в республике, и им очень удивительно. Я тебя удивлю, много кто в России ни разу не был в нашей республике, много кто на планете не был в нашей республике. Нужно знакомить людей, не только нам самим развиваться, но и развивать других людей, так сказать, знакомить с нашим домом. Ну что же, друзья, это был 344-й выпуск программы «Пропеллер». И он подошел к концу. А с вами в студии работали Илья Кэпцой, Александр Горбунов и Вера Дронова. Всем пока! Пока! Хочешь иметь престижную профессию? Филиал Байкальского государственного университета экономики и права ждет тебя. Ведем набор по 20 специальностям высшего и среднего профессионального образования на бюджетные и коммерческие места. Подробности по телефону 36 91 91 и на сайте филиала Байкальского университета.